Часик, весы, ростомер и яркие рисунки на стенах. Все это рядовые атрибуты в кабинете детского врача. Послушать легкие и сердце, осмотреть визуально и побеседовать с родителями, вынести свой вердикт. Голову держит хорошо, разговаривает с вами, отвечает вам в ответ, огукает, хорошо улыбается вовсю. В этом деле нет случайных людей. Одни находят свое призвание, других призвание находит само. Про Наталью Алиханову можно сказать именно так. Стать врачом она мечтала с детства. Тем более ее интерес к профессии подогревали и родители. Вопроса о выборе профессии у меня не стояло. Я буду врачом, это было с детства. Что педиатром, мне всегда нравилось с детьми работать, вот и я стала педиатром. Я училась в Северо-Осетинском медицинском университете, институте тогда. В 93-м году закончила, приехала сюда домой и начала работать в детской консультации, она тогда называлась, сейчас поликлиника, тогда консультация. 2 года проработала, потом поехала в ординатуру. Самое главное – поставить точный диагноз, ведь дети не всегда могут сказать, что именно их беспокоит. Наталья Алиханова – педиатр, первый доктор в жизни каждого человека, врач, которому доверено самое ценное – здоровье детей. Работа у нее непростая, но интересная, признается женщина. Люблю особенно маленьких деток. Раньше мне как-то больше импонировало вот со старшими, с которыми можно поговорить, там, зацепиться, что-то спросить, они очень интересные. А с возрастом мне стали почему-то вообще младенцы нравиться очень сильно. Я их сейчас просто обожаю. И вот это как бы тяжело не было, но когда придет кто-то месяцев 4-6, на твой разговор начинает тебе беззубым ртом улыбаться и пускать слюни, это так, это счастье вообще. Это сброс всех напрягов, все дурные эмоции уходят сразу. Детский врач с недетским стажем. Наталья Алиханова лечит детей уже больше четверти века. Врач высшей категории, отличник здравоохранения. Самый ценный подарок для нее – это здоровые пациенты. К ней обращаются благодарные родители, которые высоко ценят ее труд. Я когда прихожу, честно сказать, очень редко, раз в год, когда у меня бывают какие-то проблемы с ребенком, либо заболеет, всегда расскажет четкий ответ, даст на мои вопросы и окажет полную консультацию там, в плане лекарств, где именно можно купить, примерно даже цену может назвать. Соответственно, лечение бывает эффективным, хорошим и не требуется повторного запроса к врачам. Как говорят коллеги, ее жизнь – пример трудолюбия и верности профессии. Она всегда готова прийти на выручку, помочь не только словом, но и делом. Проработала год бок о бок с Натальей Муратбековной, и я могу отозваться одни как о, наверное, просто лучшем педиатре, который мне пришлось встретить в своей жизни. Она настолько отзывчивая, с учетом того, что первые месяца 2 я, наверное, от нее вообще не отходила. Наталья Муратбековна, можно у вас это узнать, а вот это, а как вы думаете, лучше с этим? И никогда я за год своей работы не заметила, чтобы она как-то пренебрежительно ко мне отнеслась или не улыбнулась мне в ответ. Бывает? О выбранной профессии она ни разу не пожалела. Следит за здоровьем своих маленьких пациентов и много лет спустя с большим удовольствием, понимая важность своего дела, потому как в ее руках и руках ее коллег не только здоровье ребенка, но и целые нации. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.